25. $5. Okay. No, no, for you. no. You like this one? Big size? Так, приехали в сам долгожданный Ангкор-Ват. Ангкор-Ват 7 утра. 7 утра. И смотрите, сколько народу. Группы. И что еще? Ну, сейчас начну съемку. Так, заходим. Заходим вот это. Так. Заходим. Заходим. Смотрите, вот как это же нереально вот так построить. Надо иметь такие знания, чтобы собрать такое. Вот люди специально. Это типа как бассейна, да, я понял. Вот заходишь, там вода, ступеньки. А, вот такое укрепление сваи есть. Конечно, вот это надо. Очень много людей. Очень даже с утра. Вот такие люди сидят и предлагают услуги. Вот хочу я вам показать ступеньки, насколько время отдает о себе знать. Вот они уже стали гладкие почти. Вот. Так приятно, когда нету посторонних звуков в виде вот толпы, людей, туристов. Вот я нашел такое место, что почти здесь никого нет, только местные. Убираются. Вот такие масштабы. Вот смотрите, пик. Вот, как я могу ошибаться в терминах. Вот там все боги индуизма и буддизма, они здесь перекрещаются. Вот здесь.
я все-таки решился сфотографироваться на профессиональный фотоаппарат. 3 фотографии это 100 бат. Ну, сколько? 300 рублей, 500. У них свои локации, где можно нормально сфотографироваться. Вот сейчас идем. Она будет меня фотографировать. How many photo you make in one day? I don't know because only 1%, 2%. Only в день, ну, получается 1-2 человека. Говорят, ну так-то нормально, да? You and the first one. Я первый человек, получается. Так, ну все. Miss Nai mặc sạch mà luôn. Nhâm thôi nhâm. Заходим в другой храм. Это, получается, буддийский храм. До этого был индуистский. Племянник короля через несколько сотен лет поменял религию и отдельно построил свой отдельный город. Его охраняют вот такие воины. И у каждого, посмотрите, физиономия разная. И это следы некоторые от стрельбы. Вот некоторые. Размеры этих ворот созданы только для боевых слонов. Вот поэтому большие машины они не заезжают. Товарищка, вот эта стена обрушилась. Это как буддийский храм. Смотрите, вот дерево так выросло, что забор весь с корнями оплел угол. Ну там еще выше такие масштабы. Only watching. What? You look here. How much this? This is mahogany. This one I made you $10. Because this is mahogany. You want the cheap? You want the cheap like that? Like only $2. No. Yeah. But this one is good wood. You see, the good wood here. How much you pay for this? This nice one. Yeah. The wood is a good one. You see. Maybe next time. How much you pay? You can pay how much? I want to open my business. You can bargain me here. You are first. Смотрите, вот. Okay, do you $7? No. Sorry. Maybe next time. Okay, sorry. Oh, you have me one because it's a morning price, brother. I want to open my business. Okay, fine. Yeah. $5 for you. You can try. Very nice. You can try. $5. Okay. No. You like this one? Big size? You see the black one. I want to open my business. You see? It's big for me. Huh? Next time I go around. But Ну все, наша вот поездка в Камбоджу приходит к последнему событию. Мы переходим границу. В общей сложности мы провели здесь 2 дня.
И какой итог? Камбоджа, она красивая, она необычная, она должна быть у каждого туриста в списке желаний. 2 дня это мало. Минимум надо приезжать сюда, не знаю, на 10 дней, наверное. Столько, очень много интересного. Я сам по 5-бальной шкале хочу поставить 4,5, 4.5. Почему 4.5? Ну, 2 дня это мало. Если было бы долго, я поставил 5 с плюсом. А что думаешь? Я устала. Впереди у нас еще это процедура таможенная. И выходим на границу Таиланда. И будем дальше ехать до нашей гостиницы. Это займет у нас где-то 3-4 часа с учетом пробок. Ну все.